ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшую пятницу городской дворец культуры стал настоящим центром волонтерских объединений. Так в Ухте решили открыть год добровольчеств. Именно под эгидой бескорыстной помощи нуждающимся пройдет весь 2018 для нашей страны. Именно благодаря тем, кто готов просто так за спасибо помогать другим, каждый день происходят маленькие чудеса. Хотя для Киры Наумовой, 7-летней ухтинки с редкой патологией слуха, чудо это совсем не маленькое. Благодаря волонтерам, которые проводили многочисленные сборы, благодаря каждому, кто добровольно помог малышке, семья собрала почти 10 миллионов рублей. Только вдумайтесь в это. За 10 месяцев каждый, кто положил в урну сбора хотя бы 100 рублей, приближал ребенка к полноценной жизни. Осталось собрать меньше 300 тысяч. Без неравнодушных людей мы бы никогда не справились и не собрали бы столь, можно сказать, и короткий срок для такой суммы, практически все. Поэтому спасибо всем, конечно же, от всей души. Сейчас мы уже, можно сказать, уверены в том, что мы полетим к нашим волшебникам-докторам, и все будет хорошо. Вообще в Ухте сотни волонтеров. Кто-то спасает бездомных животных, кто-то бесплатно проводит праздники для детей-инвалидов. Есть те, кто кормит и одевает замерзающих на улице бомжей или ищет пропавших людей. Но всех их объединяет одно – их счастье помочь другому. А еще у них, что называется, глаз горит. Как, например, у Анатолия Чемизова, работавшего в коме над всероссийским проектом волонтерского корпуса 70-летия Победы. За год мы создали 20 муниципальных штабов, привлекли более 1500 волонтеров, реализовали 326 акций в рамках Дней единых действий. И самое замечательное, то, что в 2015 году, в июне, я мог смело сказать, что теперь в каждом муниципалитете нашей республики есть волонтеры. Но на этом я не остановился. Особым подарком для всех собравшихся стало выступление звезды теперь уже всероссийского масштаба ухтинки Юлии Самойловой. Love you, we always love you. Во время выступления было заметно, как эта хрупкая молодая женщина с невероятной волей и прекрасным голосом волнуется. Оказывается, на родной сцене в ГДК, где в 2012 году она выиграла вокальный конкурс, сподвигнувший после ее на участие в крупном проекте федерального телеканала, она не пела уже 5 лет. Я очень сильно переживала, как мне тяжело петь перед мамой, потому что она у меня очень строга. Да, я думаю, у всех родителей, да, очень требовательны к своим детям. Также мне сегодня было очень волнительно петь в Ухте. После 5-летнего перерыва Юлия приехала в родную Ухту, чтобы открыть год волонтерства, напомнив каждому, как важно быть в первую очередь сильным духовно. Также возвращением к истокам своей певческой карьеры Юлия открыла подготовку к выступлению на Евровидении. Напомним, в этом году именно ухтинка стала представителем от России в конкурсе, который пройдет с 8 по 12 мая в городе Лиссабон.